Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО. Посылки весом до 20 килограммов Почта России принимает бесплатно. Ветераны СВО готовятся к зимнему кубку защитников Отечества. Через 2 недели наша команда выезжает в Сыктывкар. Участники конкурса «Педагог года» презентуют свои профессиональные наработки, а также знакомятся с опытом коллег. В образовательных организациях проходят открытые уроки. В Коми отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса. С момента проникновения инфекции в регион прошло ровно 5 лет. Заболевших еще выявляют, но смертельных случаев не наблюдается длительное время. Ситуация признана стабильной. Как следует из указа временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольштейна, в республике отменяется для органов управления и силы режим функционирования «Повышенная готовность». Такое решение принято в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе вводится режим функционирования «Повседневная деятельность». На базе Интинской автошколы ДСААФ России продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой и лечатся в военных госпиталях. Неравнодушные горожане приносят огромное количество вещей, постельное белье, средства личной гигиены и лекарственные препараты. Из одежды – шапки, перчатки, подшлемники, носки – все, что может пригодиться бойцам. Пока в Инте нет зимней автодороги, мешки с гуманитарной помощью отправляются Почтой России. Сотрудники Интинской автошколы ДСААФ России вместе с неравнодушными интинцами продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Через волонтеров в Белгородской области груз направляется в военные госпитали и на передовую. Нам приносят интинцы по мере возможности. Мы собираем все. Собираем постельное, собираем белье нижнее, носки, полотенца, медикаменты, костыли нужны, у кого, может, есть носилки, даже эти коляски инвалидные. Все это собирается и отправляется в Белгород нашим волонтерам. Они там распределяют все это в госпиталь беженцам и на СВО, на передовую отправляют. По мере возможности мы вот это все собираем и отправляем почтой. Вот. Также всех интинцев неравнодушных приглашаем и просим также приносить в ДСААФ вещи, которые вам, может, не нужны, также и постельное, и медикаменты, и все, что можно, там мыло, влажные салфетки, продукты, все это мы отправим нашим ребятам. За последние 2 месяца специалисты автошколы с добровольцами собрали и отправили Почтой России более 10 мешков с ценным грузом. Посылки весом до 20 килограммов принимаются бесплатно. Бойцам отправляются спальные мешки, термобелье, тактическое снаряжение, инструменты, налобные фонарики, продукты длительного хранения и многое другое. В Инте на сегодняшний день открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь отправляется различными путями через Сыктывкар, через Ухту, через Сосногорск. Но в настоящее время есть акция. Почта России открыла такую возможность отправлять бесплатно в Белгородскую область по 2 посылки в день. Каждая посылка весом до 20 килограмм. Так как это бесплатно и получается, что это достаточно большой объем, то всю помощь, которую приносят нам в ДСААФ, мы регулярно отправляем в Белгородскую область. Там ее встречают волонтеры, с которыми мы уже неоднократно работали, и распределение идет дальше бойцам в госпитале и так далее. Принимаем абсолютно все в таком же объеме, в таком же ассортименте, как и раньше. Нужны туристические принадлежности, что-то покушать просят, одежду теплую. Жители Приполярья, желающие оказать помощь нашим бойцам, могут самостоятельно формировать посылки и отправлять их Почтой России совершенно бесплатно. Адрес можно узнать в Интинской автошколе ДСААФ России.
Если нет адреса в Белгородской области, потому что на почте вас просят точный адрес, то мы можем вам предоставить, нужно будет к нам обратиться, и мы вам дадим адрес тех людей, которые занимаются снабжением гуманитарной помощи на передовой. Из Инты на фронт продолжают уходить добровольцы. Мужчины заключают контракты и вступают в ряды вооруженных сил России, чтобы защитить Отечество. Жители Приполярья могут помочь собраться нашим землякам в дорогу. Пункт сбора помощи в ДСАФ не закрывается. Ветераны специальной военной операции усердно готовятся к зимнему Кубку защитников Отечества, который будет проходить в Сыктывкаре с 20 по 22 февраля. На республиканских соревнованиях наши земляки представят Инту в разных видах спорта. 2 раза в неделю мужчины занимаются стрельбой из лука в тире Интинской автошколы ДСАФ России. Настрой у мужчин боевой. Тренировки в тире проходят 2 раза в неделю. Мужчины стараются не пропускать занятия. Среди мастеров по стрельбе из лука есть новички, которые еще не знакомы с этим видом спорта. Вы высоко берете. Я? Да. Вот у вас эта точка ниже, чем эта, и поэтому стрела вот так полетела. Вам надо выровнять, эту руку выше держать. Сейчас, потому что, знаете, вы лук опустили в конце. Да, и шпанки слетела. Да. Молодцы быстрее подключится, а тут на старости. Так, высоко опять. О, я чуть-чуть попал. Ветеран специальной военной операции Андрей Беляев – самый возрастной участник команды, которая поедет на зимний Кубок защитников Отечества. Мужчина впервые держит в руках лук со стрелами, поэтому попасть в мишень получается не сразу. Но он не теряет боевой настрой и уверен в том, что интинцам удастся завоевать не одну медаль на соревнованиях. Я здесь, по-моему, когда я учился в ДСАФ, на шофера-то еще в 1982 году, мы здесь разбирали, то ли здесь автомат, я не помню, потому что 40 лет уже с лишним прошло. Поэтому я даже и заблудился, куда идти. А с луком я вообще не стрелял. В детстве-то свой лук сделаем детский, конечно. А этот... Надо еще приноровиться и знать его даже как собрать. Ну, спортивный такой снаряд, хороший. Ну, интересно, но не попал. Как и из пулемета, прости господи. Ну, это на стрельбах там не попал. Все приходит через тренировки. Я знаю, на что шел там и сейчас. А здесь-то никто меня не убьет, если сам в себя не попаду, как говорится. Андрей Григорьевич принимал участие в специальной военной операции 2 года назад. Контракт на 6 месяцев подписал добровольно. На тот момент мужчине было 60 лет. В мирную жизнь вернулся в 2023 году. Я вошел сам добровольно в СВО. Пришел я в июне 23-го. Это как раз бандеровцы начали контрнаступ, и как раз мы уже уезжали. При нас спокойно, только работа, бомбежки были, обстрелы. Ну, выжили почти, у нас не 200-х, не 300, а 200-е были и 300-е немного, да. Но все-таки спокойно было. До контрнаступа у нас контракт закончился, добровольцев. А я вырос в советское время, везде лазили мы мальчишки, не как у компьютеров или там ноутбуков. Бегали все. Я, хоть и возраст у меня уже за 60, решил просто попробовать. Любовь Леонтьевна сказала, попробуйте. Раз я на фронт пошел, как говорится, добровольцем, а здесь чисто по-человечески. Вот так все дела. В прошлом году несколько бойцов СВО уже участвовали в Кубке защитников Отечества. Тогда нашей команде удалось завоевать 8 медалей в разных видах спорта. Я уже принимал участие в соревнованиях. И вернулись мы с прошлого Кубка. Здравствуй, Антонас. С прошлого Кубка уже с наградами, поэтому в первую очередь это не соревнование как таковое, а общение. Вот, мы встречаемся со служивцами, которыми вместе были. Во-вторых, я могу сказать, что принимать участие я буду помимо стрельбы из лука, еще в лыжных гонках. Вот. И у меня будут, конечно, некоторые вопросы там
относительно наших законов, которые принимает республиканское правительство, относительно того, что это как бы бойцов ЧВК «Вагнер» не включили в список на выплаты социальной поддержки. Вот. И я лично еду туда, чтобы встретиться с Гольштеймом лично, попробовать донести до него эту информацию, потому что когда в прошлый раз ездили, мне удалось пообщаться и с министрами, которые приходили к нам на открытие Кубка защитников Отечества. Участник специальной военной операции Владимир Волков с прошлого турнира привез несколько медалей. Мужчина занял первое место по армрестлингу в своей весовой категории и второе место по стрельбе из лука. Вместе с другими членами команды тренировался и готовился к соревнованиям. До этого, вот, пока тир был закрыт, ходили и тоже проводили тренировки. Ну, конечно, так и научился здесь. Меня Денис Адуев спросил, будешь заниматься? Я говорю, конечно, буду. И первый же раз, когда был кубок, мы все приехали с наградами. Все кто-то что-то занял. Первых мест было очень много тоже. Даниил Адуев привез кубок по стрельбе из лука, забрал кубок. Я взял второе место. Но это уже было в прошлом, наверное, интервью, когда мы были в администрации у Григория Ивановича. Каждый каждый вид спорта это прежде всего терпение и техника. А тут сейчас мы научим, потому что мы уже знаем это, как делать. Все вольются, конечно, в команду те, кто первый раз только это. Конечно, мы не оставим его в беде, в любом случае. Мне, конечно, все равно. Вы можете и вот так стрелять, около колена. Но лучше будет, если вы поднимете на уровень глаз и на уровень глаз. Короче, надо... Вот, да, и чтобы ваш глаз видел вот так, по стреле. А тут я смотрю, это неудобно сказать. Я сразу сейчас... Ничего. Владимир, Да. неправильно собрали, пересобирайте. В конце февраля ветераны всей республики приглашены на соревнования. Кубок и наши ветераны из города Инты едут, чтобы посоревноваться и показать свои возможности и результаты. В прошлый раз ветераны ездили, привезли уже достаточно много наград. Мы очень горды и в этот раз предоставляем им возможность потренироваться, пострелять из лука. Примерно 2 раза в неделю в течение февраля мы ждем их для того, чтобы они отточили свои навыки. Конечно, те ветераны, кто приходит первый раз стрелять из лука, пока не получаются, волнуются, но те, кто ходит уже не впервые, у них достаточно на высоком уровне мастерство, и мы надеемся, что в следующий раз они тоже привезут много наград в Инту. До зимнего Кубка защитников Отечества осталось 2 недели. Ветераны специальной военной операции не теряют время зря и усердно тренируются. На выходных мужчины планируют принять участие в лыжне России. На республиканских соревнованиях в Сыктывкаре им предстоит сразиться в лыжных гонках и в игре боча. В Республике Коми дан старт благотворительному марафону «Мы наследники Великой Победы». Информация о начале сбора средств для ветеранов прозвучала на заседании Республиканского организационного комитета «Победа», которое состоялось 4 февраля, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Цель марафона «Мы наследники Великой Победы» – оказать адресную помощь одиноким, нуждающимся ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников войны, гражданам категории «Дети войны», малоимущим пенсионерам. По итогам 2024 года фондом «Победа» было собрано более 2 миллионов рублей. Все денежные средства были направлены на благоустройство бесхозных могил участников Великой Отечественной войны, выявленных силами ветеранских организаций на местах. Было изготовлено и установлено 614 крестов с табличками данных о захороненных. В этом году предложено продолжить эту работу. В течение недели на базе нескольких образовательных организаций ИНТы проходят открытые уроки участников муниципального этапа конкурса «Педагог года-2025». Учителя, воспитатели, инструкторы по физической культуре, дефектологи и педагоги дополнительного образования, 15 конкурсантов представили вниманию судейской коллегии свои занятия. На базе гимназии номер 2 проходили открытые уроки в номинации «Учитель года-2025». В феврале ежегодно в нашем городе проходит городской муниципальный конкурс «Педагог года». Учитель года раньше был, воспитатель года. В прошлом году мы объединили эти все номинации в один и поэтому назвали наш конкурс «Педагог года-2025». Организационным комитетом выделено 3 номинации. Это воспитатель года, учитель года. И у нас педагоги дополнительного образования принимают участие в конкурсе в таком этапе, который называется «Сердце даю детям». Как я уже сказала, в конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций, учителя, ну и педагоги дополнительного образования, те руководители, которые ведут кружковую секционную работу. В этом году у нас 15 конкурсантов. Каждая образовательная организация постаралась предложить на конкурс даже не одного конкурсанта, побольше. Это, конечно, очень радует. Это говорит о том, что наше профессиональное сообщество, наше педагогическое сообщество оценивает этот конкурс, его возможности, его ресурсы. И, конечно, активно очень принимает участие. Это очень здорово. Открытые уроки – второй этап состязаний, где каждая участница должна была представить на суд жюри, членов оргкомитета и коллег свою педагогическую программу. Я работаю учителем начальных классов уже 7-й год. В профессию я пришла благодаря своему первому учителю, Фолюс Ирине Васильевне. С детства была моей мечтой стать учителем, и в этом году мне повезло, я вернулась в стены родной школы. Участие в конкурсе впервые для меня в таком масштабном, и это для того, чтобы проверить свои способности, навыки за прошедшие года, также вырасти в профессии. Молодой педагог лицея номер 1 Полина Александровна Юдина провела для третьеклассников урок по окружающему миру. Основной акцент в своей деятельности она делает на активное применение игровых методик на уроке. Эти концепции позволяют активизировать полученные учениками знания и сделать серьезный напряженный труд занимательным и интересным. Мы с вами должны отгадать ребус. Итак, первый ребус у нас наверху. Да? Посмотрите. Изображение чего? Сейчас мы можем работать хором. Итак, это диван. 3 запятые означают, что нам нужно убрать. И у нас что останется? Ди. Ди – это у нас яркое. Убираем первую и последнюю, у нас остается кор. Добавляем букву А. Слово стул нам нужно убрать. Стул убрать. Л убрать. Добавляем букву Щ. Молодцы. Это что за персонаж? Как его зовут? Пин. Убираем первую и последнюю. И остается И добавляем букву 5 секундочек вам собрать слово. Давайте на 3-4 хором. 3-4. Дикорастущие. Хорошо. А кто из вас помнит, что такое дикорастущее растение? Пожалуйста, Лев. Дикорастущие растения – это которые растут в дикой природе, например, в лесу. В лесу, то есть без участия человека. Хорошо. В рамках занятия обязательно должно выделяться время на разминку. Упражнения на снятие усталости, физкульт-минутки проводятся всегда во второй половине урока, когда заметно утомление учеников и стоит задача поднять их работоспособность. Рожь – самая морозоустойчивая культура из злаковых. Верите вы это или нет? Думаем. Угу. Верно. Рожь выдерживает морозы до минус 30. В кукурузе содержится редкий элемент золото.
Проверяем. Кукуруза всасывает из почвы, да, мелкие частицы золота, но не вредно для употребления в пищу. Клевер растет только в Австралии. Конечно же, нет, молодцы. Клевер растет на всех материках, кроме Антарктиды. На открытые уроки приглашены коллеги-педагоги интинских школ, которые пришли сюда узнать о новых современных методиках учебного процесса, обменяться передовым опытом и расширить свой педагогический кругозор. Обратили внимание в этом году, что много молодых педагогов. И, конечно, вот смотреть их уроки, смотреть их работу, наблюдать за их общением с детьми, это настолько увлекательно. И, конечно, очень хочется вот эту атмосферу конкурса передать каждому родителю, каждому вот нашему коллеге, что на самом деле конкурс – это праздник, и на самом деле это очень интересное мероприятие. Но, во-первых, это обмен опытом. Это возможность попробовать себя среди профессионалов, как я уже сказала. Да, есть опытные педагоги, есть только начинающие. И вот этот такой микс между профессионалами и начинающими, это, конечно, очень интересно. Мы видим новые образовательные технологии, мы видим, как педагоги применяют методики интересные, современные, необычные. Вчера, вот, например, мы смотрели урок, который полностью построен на методе удивления. То есть мы как жюри сидели и удивлялись вместе с детьми. Это настолько увлекательно, и в то же время это знание, это система. То есть это не просто вот мы пришли поразвлекаться, да, на самом деле это очень такой профессионально глубокий, такие хорошие очень знания показывают наши педагоги. И, конечно, есть чему учиться, есть кому-то что-то для себя взять новое, поэтому сегодня в зале не только конкурсанты и жюри, но и группы поддержки, и педагоги, которые просто хотят перенять опыт. Это очень полезно. 2 дня проходили открытые уроки в детских садах в номинации «Воспитатель года-2025». Ольга Александровна Смотрина, участница данной номинации, сотрудник детского сада «Крепыш», провела для средней группы, которую посещают детишки 4-5 лет, занятия под названием «Лего-зоопарк». Конструирование из конструктора Лего. Лего-технологии сейчас очень популярны, значит, они очень актуальны, так как это переход, значит, в рамках ФГОС. При использовании лего-технологий мы можем интегрировать различные образовательные области, образовательную деятельность детей. Кубик в руки я возьму, по ладошке постучу, тук-тук-тук. Непременно каждый пальчик быть послушным научу. Ну что, наши руки готовы к работе? Да. Давайте мы еще и встряхнем, и потрем. Все, у нас самые сильные руки. По легенде, в Лего-парке прошел ураган, который разрушил вольеры зоопарка. От малышей требовалось помочь восстановить жилища диких животных. Дети очень любят конструкторы Лего. И, конечно, они приносят неоценимую пользу для развития ребенка. Во-первых, это, значит, и познавательное развитие, и развитие речи здесь можно, значит, подключить. И, конечно, развитие мелкой моторики, активная игровая деятельность вносит свой вклад в развитие детей. Ну и социально-коммуникативное развитие, потому что дети общаются между собой, учатся работать в коллективе, в парах, они учатся делиться, учатся договариваться, что тоже важно. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» позволяет выявлять творчески работающих учителей и воспитателей. Ведь здесь сотрудники дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования не только делятся накопленным опытом с коллегами, но и для себя черпают что-то новое. Во-первых, это, конечно, неоценимый опыт общения с детьми, положительные эмоции, ну и также общение с коллегами, транслирование своего опыта. Об этом конкурсе я узнала еще, когда училась в колледже. Там для студентов проходит состязание WorldSkills, в нем я тоже принимала участие, вот, поэтому к этому испытанию я готовилась не 1 год, но было страшно пробовать свои силы. Вот сейчас, вернувшись в стены родной школы и обретя такую команду, я решила попробовать свои способности. Этот конкурс необходим не только для обмена опыта, но и для выхода из комфортной зоны. Мы все привыкли работать со своими детьми в стенах своей школы, поэтому это полезный опыт.
Конкурс проходит в 3 этапа – медиавизитка, открытые уроки и мастер-классы для коллег. В конце февраля будут подведены итоги и определены победители муниципального этапа, которые представят наш северный город на республиканском уровне. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.